या ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रयेष्वभाद्रेषु नित्यं भागवत सेवया Бхагаватюта шлоке Бхактирбхавати Наваштхики. Харе Кришна, дорогие преданные. У нас сегодня Бхагаватам, сказали, седьмая песня, третья глава, 20 стих. Hare Krishna ძვირფასო ერთგულებო, ჩვენ დღეს ვკითხულობთ მეშვიდე სიმღერის მესამე თავის მეოცე ლექსს. Вот, и прочитаем сейчас санскрит и коротенький перевод Шрилы Прабхупады. წავიკითხოთ სანსკრიტი და პატარა თარგმანი შრილა პრაბჰუპადეს. Явас, Явасаена тенена душкарена манасвинам тапоништхена бхавата джитохам дитинандана. Литературный перевод и комментарии его божественной милости Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. О сын Дити, благодаря своей небывалой решимости и аскетизму ты совершил то, что не под силу даже великим святым, а значит, ты одержал надо мной победу. Комментарий. Объясняя слово «джитаха», Шила Мадхва Муни приводит цитату из Шабда Нирнаи «Парабхутам вашастхам ча джитатхих чете будхай». Того, кто оказался подвластным другому или потерпел от него поражение, называют джитаха. Хираньякашипу совершил великую невиданную аскезу, поэтому даже Господь Брахма признал, что Хираньякашипу победил его. Конец комментария. თარგმანი. ჩემო ძვირფასო დიტისშვილო, შენი დიდი მიზანსწრაფულობითა და ასკეტიზმით შეძლიეს, რაც დიდმა წმინდა პიროვნებებმაც კი ვერ შეძლეს და ამ გზით ჩემი გულიც მოინადირე. კომენტარები. სიტყვასთან ჯიტაჰა დაკავშირებით შრილა მათვა მუნის შემდეგი ადგილი მოჰყავს შაბდა ნირნაიადან. პარაბჰუტამ ვაშასთამ ჩა ჯიტაბჰიდ უჩათე ბუდჰაიჰი. მას, ვინც სხვის გავლენის ქვეშ ექცევა ან სხვისგან მარცხდება, ჰქვია ჯიტაჰა. ჰირანიაკაშიპუ ისეთ სასტიკ და გასაოცარ ასკეტურ ცხოვრებას ეწეოდა, რომ უფალმა ბრაჰმამაც კი თავის დამარცხებულად აღიარა. ჰარე კრიშნა. Харе Кришна. Омагьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшуру Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манабиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупа Кадама Гьям Дадати Сва Падантикам Вандехам Шри Гурум Шри Ютапада Камалам Шри Гурум Вайшнавам Штя Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Витам Там Саджива Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Дева Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакха Витам Хе Кришна Каруна Синдху Динабандху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtetya Deshatarine. Еще раз перевод прочитаем стиха. «О сын Дити, благодаря своей небывалой решимости и аскетизму ты совершил то, что не под силу даже великим святым, а значит, ты одержал надо мной победу». კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ თარგმანი. ჩემო ძვირფასო დიტის შვილო, შენი დიდი მიზანსწრაფულობითა და ასკეტიზმით შეძელი ის, რაც დიდმა წმინდა პიროვნებებმაც კი ვერ შეძლეს და ამ გზით ჩემი გულიც მოინადირე. Вот это уже Брахма, увидев Хираньякашипу, летев к нему на лебеде, вот он начинает его прославлять. ბრაჰმა მეფრინდა ჰირანიაკაშიფუსთან გაიდით და ინახა და მის კანდიდებას იწყებს. Вот, то есть он так, ну, он, конечно, в изумлении из-за такой аскезы, вот, но он ему льстит, конечно же, все-таки. რა თქმა უნდა გაოცებულია ასეთი ასკეზისთვის, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა ვსწით как на грузинский. Не знаю, как на грузинском льстит, а он ему льстит. შურსიძიებს. არა, შურსიძიებს კი არა ვსწით. აი იმას სიმართლეც არ იძახეს, მithom აქებს, ამავე დროს არ აქებს. გაიგე, აი რომ ეპირფერება ალბათ. ხო, კი, აი ზუსტად. Ага. Разобрались? Да. Да, хорошо. Вот, и, соответственно, ну, он впечатлен, да, был его аскезой, но так или иначе должен был ему, он понимает, что он, Брахма понимает, что, к сожалению, ему придется что-то ему пообещать. საბერძნეთის ქვეშ მისი ასკეზებით, მაგრამ ბრაჰმას ესმის, რომ სამწუხაროდ მოუწევს მისთვის რაღაცის გაკეთება. Вот, но я подумал, что мы поговорим сегодня на тему аскезы. Думал, что с этим стихом какую тему раскрыть. И я думаю, тема аскезы для преданных. Может быть, будет интересно. ვიფიქრე ამ თემასთან დაკავშირებით ასკეზის თემა განგვეხილა ერთგულებისთვის. Вот, и можно вспомнить это Бхагавад-гиту, 17 глава, вот, и там Кришна объясняет, что такое аскеза. Бхагавад-гитას მე-17 თავში კრიშნა ხსნის რა არის ასკეზი. Вот, и он там говорит, аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, Браманам, Духовному Учителю и Старшим. ის ამბობს, რომ ასკეზა схеулистvis. Можете повторить, я уже вылетел из головы, или я могу прочитать, если... Да, 17 глава, 14, если память не изменяет, первый стих, 14, где он говорит, аскеза для тела является поклонение Верховному Господу, Браманам, Духовному Учителю и Старшим, например, Отцу и Матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. 17 глава стих какой? 14. სხეულის ასკეტიზმმა დითვლება უზენაესი უფლის, ბრაჰმანების, სულიერი მოძღვრისა და უფროსი თაობის წარმომადგენლების, დედისა და მამის თაყვანისცემა, აგრეთვე სიწმინდე, პირდაპირობა, უბიწოება და არაზალმომრეობა.
Вот, и потом он говорит, что следующий стих, он говорит об аскезе речи. Да, аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойства. Также регулярно изучать ведические писания. შემდეგი ლექსი ამბობს, მეტყველების ასკეტიზმი ნიშნავს მართალი, სასიამოვნო და სასიკეთო სიტყვების წარმოთქმას, რაც არ აღგზნებს, არ შეაშფოთებს ადამიანებს, აგრეთვე ვედური წერილების შესწავლას და მუდმივად მათ ციტირებას. И, наконец, аскеза ума, удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называется аскезой ума. და ბოლოს ჭკუის ასკეზა ხოლო კმაყოფილება, სისადავე, სიდინჯე, თავშეკავება და საკუთარი ყოფიერების განწმენდა წარმოადგენს ჭკუის ასკეზას. Вот, и там по каждому, конечно, по каждому виду аскез, там нужно целый семинар давать. Я просто какие-то моменты отмечу, которые выбрал. ყოველი სახის ასკეზაზე შეიძლება მთლიანი სემინარიც კი წაიკითხო, მე უბრალოდ გარკვეულ მომენტებს აღნიშნავ, რაც ავირჩი. Вот, там аскеза тела, например, там Кришна не говорит в Бхагавад-гите, ну, что надо тело изнурять, ну, вот так, как это делал Хираньякшипу. მაგალითად, სხეულის ასკეზაზე კრიშნა არ ამბობს ბაგავად-გიტაში, რომ სხეული უნდა დავტანჯოთ, როგორც ამას ჰირანიაკაშიπუ აკეთებდა. Вот, он начинает с того, что просто поклонение, почтение, уважение к Господу, вот, и старшим. ის იწყებს იმით, რომ უბრალოდ თაყვანისცემა, პატივისცემა უფლისადმი და უფროსებისადმი. Вот, и целомудрие тоже для этой аскезы, для тела. უბიწოებაც ასკეზა სხეულისთვის. Мгм. Вот, то есть почтение, уважение, ну, почти что третий стих Шикшаштаки. პატივისცემა ეს შიქშაშტაკას მესამე ლექსს გავს. Вот, и в аскезе речи он интересно говорит, что ну, мы не должны вообще о пустяках разговаривать, то есть это как и Джана Санга. Вот, то есть не надо говорить о пустяках тем, кто занимается духовной практикой. საუბრის ასკეზაზე საინტერესოს ამბობს, რომ სისულელეებზე არ უნდა ვისაუბროთ, ჯანა სანგა, ვინც სულიერი პრაქტიკითაა დაკავებული. Вот, и Прабхупада говорит, нужно всегда цитировать Писание, подтверждая, как бы сказано, если мы что-то говорим, нужно всегда цитировать шастры. და პრაბჰუპადა ამბობს, ყოველთვის უნდა წმინდა წერილების ციტირება მოვახდინოთ, როცა რამეს ვსაუბრობთ. Вот, и еще он там упоминает важность изучения ведических произведений для аскеза речи. ასევე ახსენებს საუბრის ასკეზებზე ვედური ნაწარმოების შესწავლის მნიშვნელობას. Вот. Ну, можно также вообще вспомнить первый стих Упадешамрити, который начинается со слов «Вача вегам», тоже надо речь контролировать, контроль речи должен быть преданным. შეიძლება გავიხსენოთ უპადეშამრიტის პირველი ლექსი, სადაც საუბარია, რომ მეტყველება უნდა გავაკონტროლოთ. Вот, и аскеза для ума очень такая самая сложная тема, потому что Прабхупада пишет, чтобы ум сделать аскетичным, надо воздерживаться от чувственных удовольствий. ჭკუის ასკეზა ყველაზე რთული თემაა, რადგან პრაბჰუპადა წერს, რომ იმისთვის, რომ ჭკუა ასკეტური გავხადოთ, გრძნობათა სიამოვნებებისგან თავი უნდა შევიკავოთ. Вот, и, кстати, возвращаясь к речи, я вспомнил Юдхиштхира Махарадж, отвечая на вопрос Якши, один из вопросов был, что такое порок. Он сказал, что порок – это злословие. Порочное. საუბართან მეტყველებასთან დაკავშირებით გამომხსენდა მაჰარაჯა იუდჰიშთირას პასუხი ერთ-ერთ
შეკითხვაზე იახშესი მან კითხა რა არის ცოდვა ცოდვა არის როცა ცუდად ლაპარაკობ. Вот. А также он потом ответил на вопрос, кто является честным, по-моему, вот я забыл вопрос, но он ответил, или чистым, тот, кто всегда думает о том, как сделать добро другим. Вот. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო ასევე ვინ არის წმინდა და ის ვინც ყოველთვის ცდილობს სიკეთე გააკეთოს სხვებისთვის. Да, и Прабхупада это здесь упоминает, что ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. პრაბჰუპადა ამას ახსენებს, თქვას ყოველთვის უნდა ვასწავლოთ ის თუ სხვებს სიკეთე როგორ გავუკეთოთ. Вот, опять же, он здесь повторяет, самое лучшее занять ум изучением ведических писаний. და აქ იმეორებს ასევე, რომ ყველაზე კარგია თუ თქვას დავაკავოთ ვედური წერილების შესწავლით. Вот, и Мауна, он здесь объясняет, что Мауна это значит всегда думать о природе духа. აქ ხსნის, რომ მაუნა არის ყოველთვის ფიქროს სულის ბუნებაზე. И обуздать ум это значит перестать думать о чувственных наслаждениях. და თქვის მოტოყვა ნიშნავს შეწყვეტო ფიქრი გრძნობათა სიამოვნებებზე. Вот, это в Бхагавад-гите, и там потом он, конечно же, говорит, что есть там аскезы в углубе благости, страсти и невежестве, да. შემდეგ რა თქმა უნდა იტყვის იმის შესახებ, რომ არის ასკეზა სათნოებაში, რა ზნებაში და უმეცხრებაში. Вот, и, соответственно, если проанализировать по этим критериям, то аскеза Хираньякашипу, вот, она была в гуне страсти, и даже и там еще и невежество преобладало, тоже присутствовало. თუ ამ კრიტერიუმებს შევადარებთ ირანიკაშკუს ასკეზას, ის იყო ვნების გუნაში და ამას ერია ასევე უმეცხრების გუნა. Вот там этот Прабхупада говорит, да. Ну, это Кришна там говорит, чтобы аскеза, которая ради того, чтобы заслужить почет и уважение и стать объектом поклонения для окружающих. კრიშნა ამბობს, რომ ასკეზა, რომელიც იმისთვისაა შესრულებული, რომ ყურადღების ცენტრში იყოს სხვებისგან და სხვებმა თაყვანიქცენ, თაყვანისცემის ობიექტი იყო მათი. Вот, и самое интересное, что там как раз Кришна и говорит, что такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ კრიშნა ამბობს, ასეთი ასკეზა ვერ იქნება მუდმივი და დიდხანს ვერ გაგრძელდება. Вот, и мы видим это на примере истории Хирanyакашипу, что он как бы совершал аскезу, ну, долго, но не постоянно, потому что как только она закончилась, все, он получил то, что хотел, и все, и потом никаких аскез у него ни в чем вообще себя не ограничивал. ერთ რომ ხედავთ ირანიკაშკუს მაგალითად დიდხანს ასრულებდა ის ასკეზას, მაგრამ როდესაც დაასრულა, მაგრამ ის არ იყო მუდმივი, რადგან როდესაც დაასრულა, მიიღო რაც უნდოდა, არაფერში აღარ შეუზღუდია საკუთარი თავი. Вот, то есть временная аскеза в гуне страсти, и она, как там Прабхупада пишет, рано или поздно заканчивается. და ვნების გუნაში ამგვარად ვნების გუნაში ასკეზა არის დროებით და პრაბჰუპადა წერს, რომ ის ადრე თუ გვიან დასრულდება. Вот, и также в невежестве там Прабхупада тоже в комментарии упоминает, что именно Хираньякашипу совершал такую аскезу. უმეცრებაშიც პრაბჰუპადა კომენტარებში ახსენებს, რომ ზუსტად ირანიკაშკუ ასრულებდა ასეთ ასკეზას. Вот, по глупости совершаемой, он говорит, и сопровождаемой самоистязанием. რომელსაც ისულელი დაკეთებდა და თან თავში დანჯაუდა. Вот. И цель у него была недостижимая, и Прабхупада там пишет, что такие аскезы ради недостижимых целей – это аскезы в невежестве. მიუღწევადი მიზანი ჰქონდა და ასეთი ასკეზები მიუღწევადი მიზნისთვის პრაბჰუპადა წერს, რომ ასკეზები უმეცხრებაში. Вот. Но надо для нас понять, что такое аскеза для преданных.
მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომ არ არის ასკეზა ერთგულებისთვის. Вот, и очень интересно, мы можем вспомнить пятую песню Бхагава, там, где Ришабхадев говорит своим детям наставления дает ჩვენ შეგვიძლია в пятой გავხსენოთ главе. შრიმად ბჰაგავატამის მეხუთე სიმღერა, სადაც რიშაბჰადევა თავის შვილებს და რიგებებს აძლევს მეხუთე თავში. Вот, и там самый первый стих очень такой, как сказать, бескомпромиссный такой. და პირველი ლექსი არის ძალიან უკომპრომისო. Вот, то есть он говорит, что тот, кто получил тело человека, ему не подобает жить только ради чувственных удовольствий, доступных даже собакам и свиньям. ის ამბობს, რომ ვინც ადამიანის სხეული მიიღო, არ შეეფერება ისეთი გრძნობათა სიამოვნებებისთვის ცხოვრება, რომელიც ძაღლებისთვის და ღორებისთვის ხელმისაწვდომია. Вот, и он говорит, человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить в путь преданного служения. ის ამბობს, რომ ადამიანმა ასკეზებს უნდა მიუძღვნას თავი იმისთვის, რომ ერთგული მსახურების გზას დაადგეს. Вот, и там в комментариях Прабхупада очень несколько интересных моментов говорит. კომენტარებში პრაბჰუპადა რამდენიმე საინტერესო მომენტზე საუბრობს. Но я прочитаю. Человек должен стремиться к духовному совершенству и ради этого подвергать себя страданиям. ადამიანის სულიერი სრულყოფილებისგან უნდა ისწრაფოდეს და ამისთვის ტანჯვას დაიტანჯოს კიდეც. Вот, наверное, нам это неприятно слышать, но Прабхупада почему-то так пишет. ალბათ ამის მოსმენა არ არის სასიამოვნო ჩვენთვის, თუმცა პრაბჰუპადა რატომღაც ასე წერს. Вот. Прабхупада пишет, что, конечно, живые существа в телах животных и растений тоже страдают, но их страдания вынуждены, вызваны прошлыми грехами. პრაბჰუპადა ამბობს, რა თქმა უნდა, ცხოველების და მცენარეების სხეულში მყოფი ცოცხალი არსებებიც იტანჯებიან, მაგრამ მათი ტანჯვა იძულებითია და გამოწვეულია წარსული წოდებისგან. Вот. А он говорит, ну люди же должны страдать добровольно, то есть предаваться аскезе, цель которой обрести духовное бытие. მაგრამ ადამიანებმა უნდა დაიტანჯონ თვითნებურად, მიუძღვნან თავი ასკეზას იმისთვის, რომ სულიერი ყოფიერება მოიპოვონ. Вот. И тогда, поднявшись как бы на духовный уровень, они могут наслаждаться вечным счастьем. და მაშინ, როდესაც სულიერ დონეზე ამაღლდებიან ამგვარად, ის მათ შეიძლებათ მარადიული ბედნიერებით დატკბნენ. Вот. И, соответственно, он там говорит, пока живое существо, душа, мы находимся в теле, ну, то есть не избежать все равно страданий. ის ამბობს, რომ სანამ ცოცხალი არსება სხეულშია, ტანჯვას მაინც ვერ აუვლითავს. Вот. И именно поэтому он говорит, что человеческая жизнь предназначена для тапаси, аскезы. ამიტომაც ის ამბობს, რომ ადამიანის ცხოვრება ტაპასია, ასკეზისთვისაა განკუთვნილი. Вот. И с помощью тапаси можно вырваться как бы из оков этой материальной природы и вернуться к Богу. ტაპასიის მეშვეობით შეგვიძლია მატერიალური ტოვებისგან გავთავისუფლდეთ და ღმერთთან დავბრუნდეთ. Вот, ну и чтобы нам так совсем страшно не стало, после этих слов он говорит дальше, что тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, непременно обретет вечное счастье. ამ სიტყვებისგან რომ არ შეგვეშინდეს, შემდეგ ამბობს, ვინც ერთგული მსახურებითაა დაკავებული, უწყვეტი ერთგული მსახურებით აუცილებლად მოიპოვებს მარადიულ ბედნიერებას. Вот, то есть аскеза в преданном служении, ну, то есть у нас так или иначе есть ограничения в преданном служении, аскезы какие-то, которые мы добровольно принимаем на себя. ჩვენ ასე თუ ისე გვაქვს შეზღუდვები ერთგულ მსახურებაში და ასკეზები, რომელთაც ნებაყოფლობით ვიღებ საკუთარ თავზე. Вот, то есть как минимум это 4 регулирующих принципа. სულ ცოტა ეს არის 4 მარეგულირებელი პრინციპი. Вот, но Пада говорил, что ну, то есть надо совершать тапасию, чтобы возродить свое изначальное положение в сознании Кришны.
პრაბჰუპადა ამბობდა რომ ტაფასზე უნდა შევასრულოთ იმისთვის, რომ ჩვენი თავდაპირველი მდგომარეობა, კრიშნას ცნობიერება ავაღორძინოთ ჩვენში. Вот, там например, это в лекции говорил, что преданное служение включает в себя также совершение аскез. И приводил пример. Например, можно дать обет и держать полный пост над джанмаштами и дважды в месяц на Экадыш. ის აწერს, რომ ერთგული მსახურება მათ შორის მოიცავს ასკეზების შესრულებასაც, მაგალითად შეგვიძლია აღთქმა ალბათ ეკადაშზე ან ჯანმაშტამზე და ვიმარხულოთ. Вот, ограничивать себя в еде, сне и так далее, он говорил, это позволит человеку сберечь время для духовной деятельности и очиститься снаружи и внутри. შევზღუდოთ თავი საჭმელში, ძილში და ასე შემდეგ საშუალებას მისცემს ადამიანს გაიწმინდოს და დრო შემოინახოს ერთგული მსახურებისთვის. Вот, он упоминал Шри Госвами Вриндавана, он говорит, мы часто читаем о преданных, которые там ели один раз в день или раз в 2 дня даже. ის ახსენებდა ბრინდავანის ექსკურსიუმის, რომლებიც ჭამდნენ დღეში ერთხელ ან ორჯერ. Вот, но он там потом добавлял, что в Кали-югу способности тела как бы уменьшаются на аскезы. მაგრამ შემდეგ ამატებდა, რომ კალიუგაში სხეულის უნარი ასკეზებში მცირდება. И на самом деле суть-то, да, действительно аскезы в том, чтобы обрести духовное сознание. სიამოვნებაში ასკეზის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სულიერი ცნობიერება მოვიპოვოთ. Вот поэтому так или иначе нам придется какие-то, как это сказать, какие-то аскезы на себя принимать. И самое интересное, что Прабхупада в одном из комментариев, сейчас я прочитаю его, он говорит, что они все равно будут в жизни, какие-то аскезы, какие-то страдания. მაგრამ ასე თუ ისე ჩვენ მაინც მოგვიწევს ცხოვრებაში გარკვეული ასკეზები, გარკვეული ტანჯვა. პრაბჰუპადა წერს, რომ ცხოვრებაში ჩვენ მაინც ასე თუ ისე გვექნება გარკვეული ტანჯვას მოსულა. Вот. И, кстати, про аскезы я вспомнил, еще же говорит Шукадева Госвами, по-моему, где он там говорит во второй песне, что там такая тоже радикальные у него слова, вы вспомните. Там зачем нужны кровати? Да, говори. ასკეზებზე შუკადევა გოსვამიც ამბობს მეორე სიმღერაში, ალბათ გაიხსენებთ, რომ დასაჭიროა საწოლები. Вот, он говорит, зачем нужны кровати, когда на земле есть много мест, где прилечь? Зачем подушка, если ее заменить руки? Зачем посуда нужна, если можно обойтись рукой? დასაჭიროა საწოლი თუ შეგიძლია მიწაზე დაწვერა, საჭიროა ბალიში თუ შეგიძლია ხელი ამოიდო თავზე. Вот, и суть, в принципе, там Прабхупада пишет, конечно же, в комментарии, что это не призыв вернуться там в пещерную жизнь какую-то дикую. პრაბჰუპადა წერს კომენტარებში, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის შეძახილი იმისთვის, რომ ველურ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ გამოფხიზნებში. Вот, это определенная аскеза тоже, про которую мы читали в Бхагавад-гите, аскеза ума, быть удовлетворенным самым насущными потребностями, заняться, должен быть. ასკეზა იმისთვის, რომ ყველაზე ძირითადი მოთხოვნილებების საკმაყოფილებით უკვე კმაყოფილი იყოს და მეტი აღარ მოინდომოს. Вот, то есть там он говорит, пока человек живет в этом мире, он должен быть разумным и не тратить как бы свою энергию на приобретение ненужных вещей всяких. ის წერს, რომ სანამ ადამიანი ამ სამყაროში ცხოვრობს, გონიერი უნდა იყოს და თავის ენერგია არ დახარჯოს სხვადასხვა რაღაცების მოპოვებაზე. Вот, и там же во второй песне, в 9 главе есть потрясающий тоже
слова и комментарии Шилы Прабхупады. მეორე სიმღერის მეცხრე თავშით შესანიშნავი ситყვები და კომენტარები შილა პრაბჰუპადის. Там в этой истории, которую описывает, как Брахма там, ну, родившись на лотосе, он не понял, что делать, вот, стал искать что-то и ничего не нашел. აღწერილია ისტორია, როდესაც ბრაჰმა დაიბადა ლოტოსზე, ეძებდა მიზეს, მაგრამ ვერაფერი იპოვა. И вот он там пытался даже найти корень лотоса, спускался вниз по этому стеблю и тоже не так и не понял, откуда он растет. ცდილობდა რომ ფესვი ეპოვა ლოტოსის ჩავიდა დაბლა, მაგრამ მაინც ვერ გაიგო საიდან მოდიოდა. Вот это в 9 главе описывается второй песни Бхагаваты. ეს აღწერილია ბაგავატამის მეორე სიმღერის მეცხრე თავში. Ну и, соответственно, помните, он там вернулся на лотос, сел и думал, что делать, в общем, и услышал вот эти наставления, 2 слога, там, как описывается в Бхагаватам, тапа. დაბრუნდა ლოტოსზე, არ იცოდა რა გაკეთებინა და მოისმინა ორი მარცვალი, როგორც ბაგავატამში აღწერილი, ტაპა. Вот, и, соответственно, он занялся аскезом. შესაბამისად ის დაკავდა ასკეზებით. В течение 1000 лет, или 1000, или полбогов, то есть долго тоже занимался аскезом. ძალიან დიდ ხანს 1000 წლის განმავლობაში. Вот, и хотя там, ну, вернее, вот в этой истории с Кашипом как бы признает его, ну, себя, его победителем, а себя побежденным. ირანია კაშფოს ისტორიაში კი აღიარებს მას გამარჯვებულად და თავს დამარცხებულად. Вот, но во второй песне Бхагаватам, там, описывая как бы его аскезы, он говорит, что когда Госвами, так он стяжал себе славу величайшего из аскетов. მაგრამ მეორე სიმღერაში, სადაც მისი ასკეზები აღწერილი, შუქადევების უთხრა, რომ ასე მან მოიპოვა ასკეზთა შორის უდიადესის დიდება. Вот, и также там говорится, что совершенные им аскезы являются уроком для всех живых существ. იქ ასევე ნათქვამია, რომ მისი შესრულებული ასკეზები გაკვეთილია ყველა ცოცხალი არსებებისთვის. И Господь явил ему, в общем, там говорится, он был доволен очень этой аскезой и явил ему себя и свою обитель верховную. და უფალი კმაყოფილიყო მისი ასკეზებით და მოუვლინა საკუთარი თავი და მისი უმაღლესი სამყოფი. Вот. Наш Ачарья, кстати, описывая комментируя эту историю, говорят, что он увидел не только Кунку, но и Галоку, Кришну, именно конкретно на Галоке. ჩარიგი, როდესაც აღწერენ ამ ისტორიას, ამბობენ, რომ მან გოლოკაც კი დაინახა კრიშნას პლანეტა. Вот, и Брахма, получив этот даршан, он там описывается, впал в экстаз от трансцендентной любви, вот, и упал к стопам Господа. როცა ბრაჰმა მის დარშანი მიიღო ტრანსცენდენტულ სიყვარულში, დაივსო და უფლის თაფლთან დაეცა. Вот, и Господь очень довольный Брахмой, да, там говорится, пожал ему руку. და უფალი ძალიან კმაყოფილი ბრაჰმათი ნათქვამია ხელი ჩამოართვეს. Вот, и в конце он очень интересный стих говорит, предпоследний, по-моему. ბოლოს წინ ალექსი ძალიან საინტერესოა. Он говорит, о безгрешный Брахма, знай же, что это я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. მოუწოდო ბრაჰმა, იცოდე რომ ეს მე მოგიწოდე შენ ასკეზები შეგეცვლებინა, როდესაც სასწრაფოთში იყავი და არ იცოდი რაში იყო შენი ვალი. И заканчивает этот стих он утверждением: подобная аскеза, мое сердце и душа
и потому она не отлична от меня. და ის როცა ამ წინადადებას ასრულებს, ამობს ასკეზა არის ჩემი გული და სული, ამიტომაც ჩემგან არ გამშვალდება. И это очень интересное утверждение, потому что что значит мое сердце и душа. И Прабхупада в комментарии объясняет, интересно очень. ეს ძალიან საინტერესო მტკიცება, რას ნიშნავს ჩემი გული და სული და პრაბჰუპადა ძალიან საინტერესო თქმის ამის კომენტარებში. Вот. Он говорит, единственная аскеза, которая дает возможность увидеть Господа, это преданное служение. ის ამბობს, რომ ერთადერთი ასკეზა, რომელიც საშუალებას იძლევა უფლის ღირების, არის ერთგული მსახურება. Вот. Причем чистое преданное служение, да, с любовью, как он говорит, кто с любовью служит мне. თანაც წმინდა ერთგული მსახურება, სიყვარულით მე მსახურებam. Вот. И дальше Прабхупада очень тоже интересные вещи говорит. Такая аскеза является внутренней энергией Господа и не отлична от Него самого. და შემდეგ პრაბჰუპადა კიდევ საინტერესო რამეს ამბობს, ასეთი ასკეზა არ განსხვავდება უფლის შინაგანი ენერგიისგან და ამგვარად მისგან არ განსხვავდება. Ну и давайте подумаем и вспомним, кто является внутренней энергией Господа. მოდი გავიხსენოთ, ვინ არის უფლის შინაგანი ენერგია. Вот. Это Шримати Радхарани. ის არის შრიმატი რადჰარანი. Вот. И то есть аскеза, то есть проявление Шримати Радхарани в нашей жизни через аскезу, она тоже проявляется, оказывается. ანუ ეს ნიშნავს, რომ შრიმატი რადჰარანი ჩვენ ცხოვრებაში ასკეზებითაც ვლინდება. Вот. И поэтому, исходя, если как бы логически рассуждать, то по идее аскеза, она должна приносить радость, наслаждение какое-то. და ლოგიკურად თუ იმს შევლებთ, იდეაში ასკეზას სიხარული და სიამოვნება უნდა მოხდეს. Вот. То есть, если мы страдаем от каких-то аскез, ну, значит, это не аскеза, не та аскеза, о которой говорит Господь здесь. თუ ჩვენ რაღაც ასკეზებისგან ვიტანჯებით, ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის ის ასკეზა, რაზეც ხალია ხამობს. Вот. И дальше Прабхупада говорит, пишет, деятельность внутренней энергии проявляется в том, что у живого существа пропадает привязанность к материальному наслаждению. შემდეგ პრაბჰუპადა ამბობს, რომ შინაგანი ენერგიის მოქმედება ისე ვლინდება ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ადამიანს მინჯაჭულობა უქრება მატერიალური სიამოვნებებისადმი. Вот, он говорит о том, что отрешенность приходит к преданному сама собой, когда он обретает совершенное знание. ის ამბობს, რომ განდეგილობა ერთგულთან მოდის თავისთავად, როდესაც ის სრულყოფილ ცოდნას პოვებს. И он говорит там, что аскеза в преданном служении, она состоит из знания и отречения. Так проявляется действие этой трансцендентной внутренней энергии. და ის ამბობს, რომ ამ ტრანსცენდენტული შინაგანი ენერგიის მოქმედება ვლინდება ცოდნაში და განდეგილობაში. Вот, то есть если мы в чем-то себя ограничиваем, совершаем какую-то аскезу, и это проявление внутренней энергии, и она будет состоять из того, что мы приобретаем знание и отречение. თუ ჩვენ რაღაც ასკეზას ვასრულებთ, რაღაცაში ვიზღუდავთ ჩვენ თავს და ეს არის შინაგანი ენერგიის გამოვლინება, ეს იმის მოგვიტანს, ამის ნიშანი იქნება ის, თუ ჩვენ მოვიპოვებთ ცოდნას და განდეგილობას. То есть проявление энергии Шримати Радхарани в аскезе в нашей жизни преданных, она должна проявиться как знание и отречение, гьяна и вайрагья. შრიმატი რადჰარანის გამოვლენა ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ასკეზაში თუ არ ხდება, მაშინ მან უნდა მოიტანოს ცოდნა და განდეგილობა, გიანა და ვაირაგია. Вот, и в первой песне Шримад Бхагаватам известный стих во 2 главе, который наверняка все знают, Саваим Пумсам Парот Хармо, что является высшей дхармой для живого существа, да? Чистое преданное служение. ცნობილი ლექსიც, სადაც საუბარი არ არის უმაღლესი ධარმა ცოცხალი არსებისთვის, ეს არის წმინდა ერთგული მსახურება. Вот, Саваим Пумсам Парот Хармо, Ято Бхакти Радхокша Джеда Хайтукия Пратихата Яятма Супрасидати. А следующий стих за ним
идет. Васудева Бхагавати, Бхакти Йога Прайоджитаха, Джанати Ашу Вайрагьям, Гьянам Ча Тадахай Тукан. То есть благодаря преданному служению Васудеве, а, а, от Васудева Бхагавати, Бхакти Йога, от Хопчаджа служению ему, Джанаяти само собой проявляется гьяна и вайрагья. Джанаяти Ашу Вайрагьям Гьянам Ча Тадахай Тукан. Без შემდეგ причины. ლექსიკა თქვამია, რომ როდესაც უზენაეს უფალ ვასუდევას შემსახურებით თავისთავად უმიზესოდ გამოვლინდება ცოდნა და განდევნილობა, გიანა და ვაირაგია. Вот, то есть тот, кто хочет вернуться домой к Богу, ему не следует как бы здесь пытаться наслаждаться. ვისაც სურს რომ ღმერთთან დაბრუნდეს, არ უნდა ცდილობდეს რომ აქ დადგეს. Тем более, если мы хотим действительно видеть Господа, и в Тане Чаритамрите говорится, что кто хочет искренне увидеть Господа и в то же время хочет здесь наслаждаться, он просто глупец. თანაც თუ უფლის ხილვა გვინდა, შაიტანი ჩარიტამრიტაში ნათქვამია, ვისაც უფლის ხილვას უშტა, თან არ ცდილობს სიამოვნებას უბრალოდ სულელი. И там Господь говорит, тот, кто, ну вот, такому глупому, как бы, преданному, Господь говорит, ну я же не глупец, я поэтому проявляю милость и отнимаю у него все, что он, значит, все, что он имеет. ამიტომაც უფალი ამბობს, მე ხომ სულელი ვარ, ამიტომაც ასეთ სულელ ერთგულს ვართ მე ყველაფერს, რაც მას აქვს. Вот, то есть отнимаю у него все, лишаю, и он там пытается опять это вернуть, все в итоге я ему не даю, и от него все отворачиваются. მე ვართ მე მას ყველაფერს, შემდეგ იცლებს დაიბრუნოს ყველაფერი მასეს არ გამოსდის და შემდეგ ანუ არ ვაძლევ მას და შემდეგ ყველა ზურგს აქცევს მას. Вот, и так Господь заставляет его совершать аскезы из любви к преданному, Господь заставляет совершать его аскезы. ამიტომაც უფალი ერთგულისადმი სიყვარულის გამო აიძულებს მას ასკეზები შეასრულოს. Вот, чтобы тот в конце концов, ну, обрел вечное счастье вот, в служении Господу, отдав себя რადგან მან передачу საბოლოოდ Господу. უფალს მიენდოს მთლიანად და ამით მოიპოვოს ბედნიერება. Вот, и потрясающее тоже еще одно заключение Шрилы Прабхупады в этом комментарии. ამ კომენტარში შესანიშნავი კიდევ ერთი დასკვნა შრილა პრაბჰუპადეს. Он пишет, таким образом, аскеза в преданном служении либо добровольная, либо навязанная нам Господом. ის ამბობს, რომ ასკეზა ერთგულ მსახურებაში ან ნებაყოფლობით ან უფლისგან თავს მოყოლი является непременным условием достижения совершенства. და ეს არის მის პირობა, რომ ჩვენ სრულყოფილებას მივაღწიოთ. Вот почему аскеза представляет внутреннюю энергию Господа. აი ამიტომაც ასკეზა წარმოადგენს სოფლის შინაგან ენერგიას. Это очень интересная грань приоткрывает Прабхупада в этом комментарии. ძალიან საინტერესო რაღაცას ისმის პრაბჰუპადა ამ კომენტარებში ემის. Можете повторить, Вот, я хотела. повторить? Можете, да. Да, конечно. Последнее предложение, да. Таким образом, аскеза в преданном служении либо добровольная, либо навязанная нам Господом является непременным условием достижения совершенства. Вот почему аскеза представляет внутреннюю энергию Господа. ასკეზა ერთგულ მსახურებაში ან ნებაყოფლობითი ან თავსმოყოლი უფლისგან არის იმის პირობა, რომ სრულყოფილებას მივაღწიოთ, ამიტომაც ეს არის უფლის შინაგანი ენერგია. Вот, то есть для нас обычно мы думаем, что аскеза это какая-то вот прям страшная вещь, которую надо как-то соблюдать, вот, изо всех сил там пытаться в чем-то себя ограничивать и страдать из-за этого.
ასკეზა არის საშინელი რამ, რაც ძალიან უნდა გავაკეთოთ და ამით ვიტანჯოთ, შევზღუდოთ თავი რაღაცით. Но Прабхупада все переворачивает с точностью да наоборот. Он говорит, либо ты добровольно, во-первых, совершаешь аскезу, либо она все равно тебе придет, Господь если ты преданный. Ну, Господь тебе пошлет аскезу. Но эта аскеза, она представляет Шримати Радхарани, и поэтому она должна приносить тебе счастье, по idее. მაგრამ პრაბჰუპადა ატრიალებს ყველაფერს, ის ამბობს, ან ნებაყოფლობით ასრულებ ასკეზას, ან თუ ერთული ხარ, უფალი ძალით გახობს თავს და ეს ასკეზა შრიმატი რადჰარანის გამოვლინება, ამიტომაც იდეაში მან სიამოვნება უნდა მოგიტანოს. Мы знаем, что Шримати Радхарани — это проявление энергии хладини, энергии блаженства. ჩვენ ვიცით, რომ შრიმატი რადჰარანი ჰლადინის ენერგიის, ნეტარების ენერგიის გამოვლინებაა. Вот. Ну и я закончу, не успею, я еще хотел про Гопалбхату чуть рассказать. Вчера был день ухода Гопалбхаты, удивительного Госвами, из 6 Госвами. გუშინ გოპალბჰატა გოსვამის წასვლის და იყო საოცარი გოსვამის 6 გოსვამისგან, მინდოდა ამ ისტორიაც მომეყოლა. Вот, так сказать, закончить нас как афоризм говорит, надо заканчивать на сладком, какую-то сладкую историю рассказать. აფორიზმი არის ის, რომ თქმელზე უნდა დაასრულო ტკბილი ისტორია მოყვა. Вот, но я хотел вернуться к аскезе и все-таки сделать, как бы завершение, что какая самая главная аскеза для преданных. მაგრამ მინდა ასკეზებს დავუბრუნდე და რას უნდა გავაკეთო, რა არის ყველაზე მთავარი ასკეზა ერთგულებისთვის. Вот, и что даже Брахма, который совершал аскезу, какая у него аскеза была? Он сидел на лотосе и медитировал. რამაც ხო ასკეზას ასრულებდა, რა ასკეზა ჰქონდა, ლოტოსზე იჯდა და მედიტირებდა. Вот, и там в этом стихе, в одном из стихов, сейчас он там говорит, вот он сосредоточил все свои мысли на совершении аскезы. ერთ-ერთ ლექციაში ნათქვამია, მთელი თავისი ფიქრები კონცენტრირება მოახდინა ასკეზის შესრულებაზე. Он обуздал ум и чувства. მან მოთოკა ჭკუა და გრძნობები. Вот, и в итоге, что значит обуздать ум и чувства? В основном ум. რას ნიშნავს მოთოკა ჭკუა და გრძნობები? ძირითადად ჭკუა. Вот, это значит сосредоточить ум на Кришне. ეს ნიშნავს ჭკუის კონცენტრირება კრიშნაზე მოახდინა. Вот, об этом Рупа Госвами в Нектаре преданности говорит: Ена тена пракарена монах Кришне не вешает. ამის შესახებ რუპა გოსვამი ამბობს ერთგულების ნექტარში. Ну, то есть так или иначе, Ена тена, то есть любым способом, как сосредоточить свой разум на Кришне. ასე თუ ისე ნებისმიერი სახით კონცენტრირება მოახდინა შენი გონების კრიშნაზე. Вот, то есть мы должны, самая главная аскеза для преданных, чтобы ум всегда был со Кришне. ყველაზე მთავარი ასკეზა ერთგულებისთვის არის, რომ ჭკუა ყოველთვის კრიშნაზე იყოს კონცენტრირებული. Кришна об этом в Арджуне говорит в 8 главе, то, что ты должен сражаться и помнить обо мне и сражаться. Сначала помнить, а потом сражаться. კრიშნა ამას ეუბნება, ამის შესახებ არჯუნას, შენ ჯერ უნდა გახსოვდე მე და შემდეგ იბრძოლო. Вот, то есть если мы не будем упускать из виду эту цель, если мы будем помнить об этом, тогда, соответственно, это будет настоящая жизнь сознания Кришны. თუ ამ მიზანი გვახსოვება და არ დავავიწყდება, ეს იქნება ნამდვილი ცხოვრება კრიშნას ცნობიერებაში. Вот, потому что память о Кришне на самом деле позволяет нам жить настоящей жизнью. რადგან კრიშნას სოვნა სინამდვილეში საშუალებას გვაძლევს ნამდვილი ცხოვრებით ვიცხოვროთ. Вот, если мы думаем о Кришне, о его спутниках, о его, так сказать, а вообще о его красоте, его величии, о его удивительных качествах, вот, только тогда мы живем по-настоящему. როცა ჩვენ ვფიქრობთ კრიშნაზე, მის სილამაზეზე, მის საოცარ თვისებებზე, მხოლოდ მაშინ ვცხოვრობთ ნამდვილად.
Вот, потому что иногда преданные думают, что духовная практика, я вот, общался с преданными, она говорит, я раньше думал, ну, с моими друзьями, был в гостях у них, и она преданная супруга моя друга, говорит, я раньше думала, что бхакти это надо, значит, стать спокойным, шанти, умиротворение должно принести. ერთი ამბობდა შანტი მე მეგონა ადრე ვფიქრობდი რომ შანტიმ სიმშვიდე და სიმშვიდე უნდა მოგიტანოს. Вот. Но как бы бах, то, что принес Господь читание, это вообще совсем не шанти. მაგრამ რაც ფარმა ჩაიტანია მომიტანა საერთოდ არ არის შანტი. Вот, если мы будем читать описание как признаков бавы, Рупа Госвами говорит, один из признаков бавы является самутканха, ненасытная жадность и всепоглощающее страстное желание. მაგრამ ფავის ნიშნებს თუ წავიკითხავთ რუპა გოსვამი ამბობს რომ ბავა არის ხურვალე დაუკმაყოფილებელი ხურვალე სურვილი страстное желание чего? Страстное желание достичь, обрести Кришну. რომ მოიპოვო კრიშნა. Вот. Есть история про одного Бабаджи, где-то лет 100 назад, наверное, он жил во Вриндаване возле Мадана Махана храма, слепой. история ბრმა ბაბაჯიზე 100 წელს წინ ცხოვრობდა მადანა მოჰანის ტაძარში. Вот, и он утром приходил на даршан в храм Мадана Махана, затем уходил там в какие-то свои кутиры, до вечера там повторял святые имена, и проливал и плакал. დილით მოდიოდა მადანა მოჰანას ტაძარში საღამოს შემდეგ კი მიდიოდა და საღამომდე იმეორებდა წმინდა სახელებს და ტიროდა. Вот. На обратном пути заходил в храм Говиндаджи, вот, с ним тоже как бы молился ему и тоже плакал. უკანა გზაზე გოვინდაჯის ტაძარში მიდიოდა, მასაც ლოცულობდა მისთამიც და შემდეგ კი ისევ ტიროდა. Вот, то есть вечером ходил в храм Говиндаджи. Утром в храм Мадана Махана, вечером в храм Говиндаджи. დილით მადანა მოჰანას ტაძარში, საღამოს გოვინდაჯის ტაძარში. Вот, и возвращаясь там в свой этот кутир, он там просто просил подаяние. И там, что ему давали, то и ел. И როცა კუტრში засыпал. ბრუნდებოდა, მოწყალებას ეთხოვდა, რასაც აძლევდნენ, имас ჭამდა და იძინებდა. Вот. Но что бы он ни делал, он все, слезы постоянно лились у него из глаз. მაგრამ რაც არ უნდა Постоянно ეკეთებინა, плакал. მუდმივად ტიროდა ცხენდება, მუდმივად მოდიოდა მის თვალებიდან. 40 лет проплакал, ослеп от этого. 40 წელი იტირა და ამისგან დაბრმავდა. Вот. Его это ничуть не расстроило. Он подумал, какой смысл иметь глаза, которыми нельзя увидеть Кришну. საერთოდ არ მოიწონა, მან თქვა, რომ იფიქრა, რომ რა აზრი აქვს ისეთი თვალები გქონდეს, რომლითაც კრიშნას ვერ დაინახოს. Вот. И боль разлуки с Кришной становилась все сильнее и сильнее. და კრიშნასთან განშორების ტკივილი სულ უფრო და უფრო ძლიერი ხდებოდა. И когда она становится особо нестерпимой для преданного, она начинает и жечь сердце Кришны. როდესაც განსაკუთრებით აუტანელი ხდება ეს ტკივილი, ეს იწყებს კრიშნას გულის დაწვას. Вот. И Радха с Кришной однажды утром, гуляя по Вриндавану, они подошли к этому кутиру, под которым он плакал, под деревом. და ერთხელ, როდესაც წაივნოდნენ ვრინდავანში, რათა და კრიშნა მივიდნენ ამ კუტრთან, სადაც სტიროდა ის. А Радха Кришне сказала, этот Бабаджи все время плачет, может, ты его попробуешь развеселить? რათა უთხრა ეს პრაპოჯი მუდმივად ტირის იქნებ ცადო მისი გამხიარულება. Ну и Кришна подошел к Бабаджи и говорит, эй, Баба, чего ты, говорит, плачешь? Тебя кто-то побил или тебе чего-то не хватает? კრიშნა მივიდა ბაბაჯთან, ბაბა, რატო ტირი, ვინმე მგცემა თუ რამე არ ყოფს? Бабаджи разгневался, и закричал, убирайся отсюда, говорит. ბაბაჯი გაბრაზდა და დაიყვირა, მოშორდი აქედან. Кришна говорит, ну, Баба, не плачь, хочешь, я тебе принесу роти, говорит, или молока, только не плачь.
კრიშნამ უთხრა ბაბა არ იტირო გინდა მოგიტანო როტის ან რძეს უბრალოდ არ იტირო. Вот. Ну, Бабаджи сказал, ничего мне не нужно от тебя, что ты ко мне пристал? Иди занимайся своим делом, ბაბაჯი иди უთხრა паси своих коров. არაფერი არ მჭირდება, წადი შენი საქმეებით დაკავდი, შენი ძროხები მომწყებსე. Кришна вернулся к Радхе и сказал, Баба не слушает меня, он только плачет и плачет. კრიშნა რათასთან დაბრუნდა, უთხრა ბაბა არ მისმენს, მარტო ტირის და ტირის. Радха рассмеялась, говорит, ничего у тебя, говорит, не получилось, ну ладно, теперь смотри за то, как я его развеселю. რადამ უთხრა, კარგი შენ ეს არ გამოგივიდა, ახლა შეხედე მე როგორ გავამხიარულებ მას. Она подбежала к Бабаджи, говорит, Баба, что ты плачешь, от тебя жена ушла, что ли? მე ბაბაჯისთან მივიდა და უთხრა, ბაბა რატო ტირი ცოლი ხო არ წავიდა შენგან? Бабаджи от неожиданности стал смеяться. Вот ли у меня, говорит, никогда не было жены. ბაბაჯი მოულოდნელობისგან სიცილი დაიწყო, მე ცოლი არასდროს ჰყოლიაო. А Радха ему говорит, у тебя, говорит, не было жены, так ты поэтому плачешь, бедный. რატომ უთხრა, ცოლი არ გყავდა და ამიტომაც ტირი საწყალი. Бабаджи погрустнев сказал, нет, Лали, я плачу не из-за этого. Я плачу потому, что те, кто мне дорог, забыли обо мне. ბაბაჯი უთხრა, არა, მე ტირი ამის გამო არ ვტირი, მე იმის გამო ვტირი, რომელიც ჩემთვის ძვირფასია და ამივიწყეს. Вот, и кто же они, Радха спросила. Ага, он говорит, Лали, тебе этого не понять. რატომ უთხრა, და ვინ არიან ისინი და ბაბაჯი უთხრა, ლალი შენ ამას ვერ გაიგებ. Один из них, это, говорит, бессердечный сын Нанды, он вечно водит за нос тех, кто любит его, и всегда прячется от них. ერთ-ერთი მათგანია უგულო ნანდას ვაჟი, რომელიც მუდმივად ემალება მათ, ვისაც ის უყვარს. Вот. А другая, говорит Лали, ее зовут Радхой. Она тоже стала бессердечной. Видимо, дружба с сыном Нанды сделала жестокой и ее. მეორეს კი ლალი ჰქვია რათხა და ალბათ ისიც უგულო გახდა, რადგან ნანდას შვილთან მეგობრობდა. Вот. И Радха немного задели эти слова, она хотела возмутиться, но сдержалась. რათა ცოტა გულზე მოხვდა ეს სიტყვები, ცოტა უნდა აღშფოთებულიყო, მაგრამ თავი შეიკავა. Она говорит, Баба, меня тоже зовут Радха, скажи мне, чего ты хочешь? Он говорит, что ბაბა მეც რა тебе... თამქვია, მითხარი რა გინდა და მან პასუხა. Я, говорит, ничего не хочу, кроме того, чтобы увидеть их. მე არაფერი მსურს მათი ნახელვის გარდა. Она говорит, ну как же ты такой смешной, как же ты их увидишь, даже если они придут, ведь ты же слепой. მან უთხრა, რასასაცილო ხარ, როგორ ნახავ მას, თუნდაც მოვიდნენ შენ ხომ ასეთ მახარ. Вот, и он говорит, ты сама, говорит, смешная, если они коснутся моих глаз руками, зрение сразу ко мне вернется. შენ თვითონ სასაცილო ხარ, ისინი თუ ჩემ თვალებს ხელებით შეეხებიან, მაშინ დამებრუნდება მხედველობა. Вот, и Радха говорит, ну окей, посмотрим, и дотронулась рукой до его левого глаза, Кришна до правого. რატომ უთხრა, კარგი ვნახოთ და მან შეეხო მის მარცხენა თვალს კრიშნა მარჯვენას. Вот, и в тот же миг этот Бабаджи слепой, он прозрел. იმავე წამს ეს ბრმა ბაბაჯი მხედველობა დაუბრუნდა. Перед ним стояли Радха Кришна, которому он поклонялся всю жизнь. მის წინაშე იდგა რათა კრიშნა, რომელთაც მთელი ცხოვრება ეთაყვანებოდა. Вот, и их потрясающая, нестерпимая, удивительная, ослепительная красота была просто для него нектаром. Правда, это продолжалось всего мгновение. ეს სულ ერთი წამი ბრუნდებოდა, მაგრამ ის ნექტარი იყო მათი დამაბრმავებელი სილამაზის ხილვა. Вот, он потерял сознание и всю ночь пролежал в обмороке. ქონება დაკარგა და მთელი ღამე გულწასული იჭრა. Вот, и потом его утром нашли люди, принесли в храм Мадана Мохана. შემდეგ ხალხმა იპოვეს ის მადანა მოჰანას ტაძარში მიიყვანეს. Вот, устроили киртан над ним, и постепенно звуки киртана привели его в чувство. კირტანი მოაწყოს და შემდეგ კირტანის ბგერებმა თანდათანობით გონს მოიყვანა ის.
Вот ты, Госвами, храма, он его отвел в сторону и спросил, ну, стал расспрашивать, что случилось, и он ему рассказал, запинаясь, и рыдая, рассказал все, что с ним случилось. რუსამიმ ტაძრის საკითხა რა მოხდა და მან მოუყვა ყველაფერი, რაც მას დაემართა. Вот. Но после встречи, на самом деле, после этого Даршана, боль разлуки стала еще сильнее. მაგრამ სიამოვნებრივი Сильнее. დასანის შემდეგ გარშემორების ტკივილი კიდევ უფრო ძლიერი გახდა. То есть после короткой встречи боль становится еще нестерпимее. Ну и он не вынес и вскоре оставил свое тело. მოკლე И შეხვედრის встретился с შემდეგ ними в духовном уже теле. მოკლე შეხვედრის შემდეგ ტკივილი აუტანელი ხდება კიდევ უფრო და მალე მან სხეული დატოვა და სულიერ სხეულში შეხვდა მათ. Мгм. Вот, то есть цена за Даршан Радха Кришны, как и у Рагунатхи Даса Госвами, проплакать там 40 лет в Вриндаване. ფასი კრიშნას დარშანისთვის არის რაგუნატა დასაგოსვამივით ითი რომ 40 წელი ვრინდავანში. Ладно, про Гопалбату я уже не успеваю рассказать. Может быть, вопросы какие-то будут, можно уже заканчивать. გოპალფატაზე ვეღარ ვასწრებ მოყოლას თუ გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ დასვათ. Огромное спасибо, говорит Хари Прабху, за лекцию. Не то, что вопрос, у меня просто этот момент. Вот сейчас что идет, вот эти серия стихов, которые Господь Брахма, там прям видно его, ну, даже удивление и восхищение даже вот этой аскезой. Потому что дальнейшие стихи там покажут, что он даже еще же не слышал Хираньякашипа, он же в таком состоянии был. То он потом, когда его приведет в чувство, тогда он уже увидит Брахму. Так что это вот, наверное, это его мысли вслух, да, вот он этой аскезой восхищается. Наверное, вот разница между полубогами все же и Кришной, что восхищает, что приводит человека. Ну да, не, ну он его, да, там потом он его окропит водой из Камандалы, и тот, как бы, ну, как сказать, воскреснет, что ли. Вот. Но он его увидел все равно, и все равно обратился к нему, и, скорее всего, тот слышал его вот эти слова, наверное. Потому Это что, про восхищение? да, Ну ну, да. там, потому что он же стал ему потом, Хираньякашипу потом ему стал возносить молитвы. Вот. Ну да, увидев его, начинает возносить. Да, просто все равно вот впечатлило Господа Брахму это. Впечатлило, да. Ну, я помню, что, как интересно в лекции Гуру Махарадж говорил, на самом деле, что Хираньякашипу, что Брахма, они как бы подыгрывали друг другу. Ну, типа, как бы Брахма, типа, к нему как бы льстил, как бы, а Хираньякашипу ему льстил. То есть у них не было искренности, особенно у Хираньякашипу. Да, ну не знаю, наверное, дальнейшие стихи покажут. Да. Там еще у Хираньякашипа слезы от радости появляются, когда он видит Брахму. Ну, наверное, там понятно почему. Понятно почему, да. Но так или Да, иначе, да, я да. хотела сказать, что все равно Господь Кришна, что бы мы ни сделали, мы ничем не можем его впечатлить только одним тем, чем вот всю лекцию, о чем вы говорили. Да, спасибо. Да, вот я вижу руки. Да, Бхактивинод Прабhu, да, по-моему. И Мата Джедая. Ну, кто первым, как Харибол, скажете. Да, Харибол, дорогой, мои поклоны. Харе Кришна, мои поклонники, Харе Прабху, все слава Шри Прабхупады. Знаете, вот насчет аскез, да, вы говорили, что вот аскеза, да, вот Шри Прабхупада в своих комментариях, что внутренняя энергия Кришны должно быть, когда осуществляет человек, удовлетворение приносить, да.
И в то же самое Мгм. время, когда я вас слушал, да, я вспомнил, как Шрила Прабхупада в одном из своих лекций говорит, что у нас это как бы наша э, м, э, самая важная заслуга в том, что мы отказались от своего желания и осуществляли желание Кришны. Мгм. И в то же самое время я параллель провел с этим, да, заявлением, так как, когда мы аскезу проявляем, мы как-то вот против своего желания, да, как-то идем, да. И Шрила Прабхупада тоже говорит, что когда ты, вот Арджуна, да, не хотел воевать, а Кришна хотел, да, он в конце согласился, да, хорошо, пускай будет Мгм. так, я буду воевать. Но у меня такой возник вопрос, да, несмотря на то, что мы осуществляем желание Кришны, да, э, как бы сперва, когда это я послушал, ум подсказал, что это как-то похоже на то, что ты осуществляешь что-то, что ты не хочешь. Но у меня то же самое время такое ощущение появилось, что как можно для Кришны осуществлять что-то без желания, да, тоже. Потому что ты Мгм. когда уже осознаешь это, да, и вы сами тоже говорили, что аскезу, несмотря что аскезу соблюдаешь, это счастье приносит также, да. И вот насчет этого я хотел ваши размышления послушать, да. Харе Кришна. Я, правда, не совсем уловил суть вопроса, что то есть, Вот что в когда итоге мы должны соглашаешься, чувствовать да, в ты аскезе. откидываешь свое желание, Свои желания, это, свои эгоистичные желания ты откидываешь, да, да, откидываешь, и да, делаешь то, это что значит, хочет что Кришна, гуру, да, да. да, и делаешь это значит, что это тебе удовлетворение не доносит, не приносит. Это, по-моему, это не должен значить этого, да? Потому что Не мы должен, же в да, не своем, должен, как бы, да. То есть, да, понял я, если, спасибо, что уточнили. То есть, когда мы от чего-то, от своих эгоистических желаний материальных отказываемся, ограничиваем себя и совершаем какую-то аскезу, то это должно нас ну, приносить вот это чувство удовлетворения. Потому что если мы чувствуем, как бы, что это нас, да, как-то печалит, напрягает, мы там становимся раздражительными от того, что там постимся, то значит мы неправильным мотивом, ну, то есть мы совершаем аскезу неправильно. Вот, потому что настоящая аскеза, она приносит радость. Кришна говорит, это мое сердце и душа. И то есть аскеза это, в принципе, должна приносить удовлетворение преданному. Вот, да, тут вы правы. Вот, Мата джедая, да, если Бхактивinoda Прабhu, если уже нет дополнений, да, тогда Мата джедая у вас в руках. Не слышно вас. Да. Ну ладно, тогда, Константин, тогда вам слово. Вопрос у Харе вас. Кришна. Извините, но когда я включаю экран, сразу звук отключается и сейчас включился. Ага. У Да, меня, слушаем вас. да, у меня такой, похожий почти вопрос насчет аскез. Например, если даже мы совершаем духовную аскезу, и она приносит удовлетворение, насколько мы способны, так как мы не чисто это делаем, как сказать, пока еще есть эго, и насколько мы Мгм. можем разобраться, это удовлетворение души или это удовлетворение все равно нашего эго, или это кто-то снаружи должен наблюдать. Потому что М.
не можем даже совершая, так сказать, духовные аскезы, питать свое эго. Мгм. Спасибо за вопрос. Да, очень интересно. Да, мы можем любую деятельность в преданном служении совершать, да, из сложного эго. Вот. Э, Можно будет отследить это по плодам или по, как сказать, по результатам. Ну вот, потому что если из ложного эго она совершается, то она будет приносить нам, а, ну, то есть мы можем начинать гордиться тем, что мы такие аскетичные, смотреть на других как бы свысока преданных, что типа вот они там не могут так, вот даже в уме можем слегка как бы свысока. Это уже будет признаком того, что это мотив мой в аскезис был неправильный. Вот. А настоящий результат правильной аскезы и то, что это проявление внутренней энергии, то, что у нас еще больше проявляется смирение, вот, терпение. Терпение это тоже это проявление, одна из аскез терпеть. Вот, то есть мы как бы приближаемся к своему изначальному состоянию, слуга слуги, вот, когда у нас мы готовы уважать всех, не требовать уважения к себе, быть смиренным и терпеливым. Вот, если мы к этому состоянию внутри, то это каждый может, ну, отследить себе. А вот если это так, то тогда, значит, все правильно. Вот. И именно вот в таком состоянии приходит настоящее удовлетворение. И ты понимаешь, да, я кто, я никто, и звать меня никак. Какой я преданный, Господи. Ну что я там, подумаешь, попастился там на Экадыше, Господи. Если вспомнить, какие адские, какая садана была у 6 Госвами Вриндавана, ну как бы, и где я и где они. Вот чем мне гордиться-то? Вот. Нечем абсолютно. Только по милости Кришны я на что-то способен, и вот он из своей милости он дает какое-то чувство смирения, удовлетворения. Вот как-то так, Матаджи, да. Спасибо, да, за вопрос. А, Дальше Константин дал. Я вот хотел вот в связи с этим добавить, если можно, да. Да, Бхактивина, пожалуйста. Просто вот я сегодня утром как раз послушал, что Прабхупада говорит, что когда человек чистым преданным становится, да, это очень-очень хорошо, что он этим гордится. Чтобы просто, да, иметь представление, да, гордыня это не только материальное, да, тоже духовная гордыня тоже существует, как он говорит, это очень хорошо. Ну, духовная гордыня, об этом Нароттам Дас Тхакур пишет в своей Према Бхакти Чандрике, он говорит, я задействую всех своих врагов в служении Кришны, ну, кроме зависти, он зависть не перечисляет. И по отношению к гордости, он говорит, я задействую тем, что буду гордиться не собой, он там говорит, он говорит, я буду гордиться Кришной и его преданными, то есть там ачарьями, которые, вот вайшнавами, которые составляют, ну, парампару наши великие, как бы святые. Вот этим Да, гордиться можно. Можно да, гордиться просто, Прабхупадой, можно гордиться духовным учителем, да. да, я просто, И знаете, это, что хотел это подчеркнуть, да, в какой момент, что вот наше эго мы не аннулируем. У нас же духовное эго тоже существует, да, не только материальное, да, и что мы мгм. наслаждаем свое эго, да, это не значит, что мы как-то с этим вот плохо делаем, потому что все равно наша природа блаженства, да, мы блаженны должны быть. Да, да. Вот, просто чтобы к этому прийти, надо пройти через третий стих Шикшаштаки всем, потому что только через вот эту, как вы там, у одних суфиев, у одного суфия высказывание было, путь как бы к Богу лежит через пустыню терпения, на ишаке смирения, что-то такое вот, ну, такая, афорист такой. Вот, то есть, прежде чем начать
испытывать духовное чувство гордости, причем все равно там не за себя. Вот. А надо сначала стать смирение это травы на терпеливее дерева. А потом уже Кришна тогда может даровать что-то другое чувство. Даже не то, что Как? пройти, а это 3 стих, он твоей сущностью становится. Это уже Да, твоей да. природой становится. Даже не то, что мы Дживера проходим. Сварупахая, да, Кришнера Нитя Даса. И тебе уже ничего не нужно будет. Там уже и о гордости нет разговора. Ему не до этого. Он просто живет и в жизни для удовлетворения Господа. И Да, и его преданных. Мгм. Спасибо. Да, Константин и Ратибушина дальше. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Может ли быть аскеза наслаждением? Потому что мы изначально все хотим же наслаждаться. Мгм. Тот же воскресный киртан, но ведь для многих это наслаждение. Ну, для Ну, всех, это, наверное, это наслаждение. должен, Киртан должен быть наслаждением. Это же Вот. юга-дхарма. И ведь вот как ну, ум может переворачивать все сверх на голову, то есть сделать какие-то вещи наслаждением, и мы будем ну, верить, ну, как бы, что вот мы типа этим и наслаждаемся. Ну, то есть вопрос в том, что может ли аскеза быть наслаждением, это ответ на него может, да, и должна. Единственное, опять же, это в тему нашего ложного эго, которое может этим ну, упиваться и гордиться, да, каким-то таким чувством. Тогда это, ну, как бы мы отравим этот опыт. Ложное эго его отравит тогда. Этот опыт духовного какого-то отблеска счастья, так сказать. Вот. Потому что оно очень, то есть это механизм очень простой. То есть если мы это просто присвоим себе и своим каким-то заслугам, вот, то тогда мы отравим. Если мы будем просто в уме продолжать смиренно склоняться перед Господом и благодарить Его за то, что Он позволил мне ощутить это блаженство, вот, и считать себя абсолютно недостойным этого, потому что я вообще никто и звать меня никак. Ну кто я такой? Ну, Кришна, ты так милостив, что даешь мне ощутить тень этого наслаждения духовного, тень вкуса святого имени. Что я день и ночь совершаю оскорбления. Рупа Госвами, потрясающая молитва есть. Несмотря на то, как там, сейчас я вспомню, несмотря на то, что ниже меня никого нет, а вы Всевышний, несмотря на то, что я глупец, а вы величайшие философы, несмотря на то, что я нечестивец, а вы сама святость, и несмотря на то, что я всякий раз вас оскорбляю, когда думаю о вас, все же, пожалуйста, будьте милостивы ко мне, ведь иногда я повторяю ваши святые имена. Вот, если вот так мы будем относиться к опыту наслаждения, тогда это правильно. И вот в этом суть. Вот, ответил на вопрос, надеюсь. Да, да, да. Потому что тут очень тонкий момент, что если это станет наслаждением, то аскеза станет вечной. И даже если мы неправильно в ней как бы, ну, мыслим, то она в любом случае останется вечной, что мы этим и наслаждаемся. Окей, да, Ратибушина Прабhu. У Да, вас тоже вопрос. да, да, у меня похожий вопрос. Вот если задуматься, Кришна говорит, что, например, аскеза речи, аскеза тела, например, не говорить какие-то глупости, да, говорить о Кришне или поклоняться Кришне, преданным. То есть вначале это для нас может быть аскезой, потому что
с другой стороны есть материальные привязанности. Но Мгм. потом же все это для нас приносит наслаждение, и все это делаем постоянно, потому что мы уже добровольно есть влечение к этому, и мы делаем, это приносит счастье для нас. Так, тогда как они, вот, как они, то есть останутся аскезами, если они приносят счастье? Потому что М, самоопределение Я аскеза, понял вопрос. Да-да. ну, то есть, может быть, неправильно знаю самоопределение аскезы, потому что самоопределение аскезы, я думаю, что это когда делаешь то, что не хочешь насильно как-то. И, Ну но да, да, если да, я что-то хочу, то есть и так делаю, как тогда это аскеза? да, я понял вопрос. Спасибо, Ратибуш, на очень хороший вопрос. То есть, да, когда мы только становимся на путь бхакти, для нас там 4 принципа аскезы, потом со временем практики это становится ну, каким-то естественным и даже приятным. Вот. А, И это значит тогда, что мы должны, то есть мы впадаем в такую зону комфорта, и нам нормально. А это значит, что мы можем, как сказать, стагнация, она, м, ну, а, она будет мешать вот, нам дальше идти. Поэтому преданному нужно искать всегда выход из зоны комфорта и какие-то еще дополнять, дополнительные какие-то брать маленькие аскезы. Ну, то есть, как Гуру Махарадж тоже пример приводил, там, со спортсменом, который тренируется, там, как бодибилдеры. Вот, то есть, когда ты по чуть-чуть добавляешь вес, чтобы, как бы, развиваться, да, физически, да. Такой же принцип действует и в нашей садхане. То есть садхана тогда садханой становится по-настоящему, когда она так или иначе, ну, какой-то у нее есть рост, интенсив. В каждом из 4 принципов, они же, в принципе, каждый принцип, он там имеет безграничную как бы возможность его углублять. Понимаете, даже тот же принцип этого ахимсы, то мы там просто не едим там мясо, рыбу, яйца, вот, там, не пьем чай, кофе, но можно же идти вглубь дальше, можно там, как наши учителя, например, там некоторые, я знаю, они там а, молочные продукты только от ахимсак, защищенных коров употребляют, да, вот, или там, если мы, допустим, преданные могут. Ну, в общем, ладно, не буду в это углубляться, это там большая тема. Разные, в общем, суть в чем? Суть в том, что мы должны добавлять что-то. То есть напряг нашей садханы чуть небольшой. Да, И не надо как бы слишком много брать на себя, и в то же время не успокаиваться на достигнутом. то есть, да, я просто немножко о другом. То есть, если аскеза думать о Кришне и аскеза, например, служить Кришне, говорить о Кришне, да, вот, и если, я думаю, что преданный потом уже это углубляет, потому что ему нравится, приносит счастье говорить о Кришне, или думать о Кришне. Он уже, ну, как Кришна говорит в Бхагавадгите в начале, то есть насильно а, останавливаешься от каких-то привязанностей, а потом уже лечение есть, это холодильник, как вы говорите, и таким образом думаешь о Кришне. То есть есть большое влечение, и говоришь о Кришне, думаешь о Кришне, служишь преданным, служишь Кришне. И это все приносит наслаждение. То есть, ну, Ну это, да. даже если это углубляться, это делается потому, что тебе нравится это, есть большое Ну влечение да, к да. Кришне. Но то, что касается Кришна Катхи и Шраванам, Киртанам и Смаранам, ну да, там, там усилия только прилагаются. Это так и должно быть, да, приносить оно должно вкус, радость, счастье. Ну, просто должно расти со временем. И все. Там как бы каких-то
как сказать, усилий, напрягов там, да, не должно быть. Это вначале только, как вы сказали. А потом просто это все углубляется и становится таким стаей бавы, как говорит мне Рупа Госвами в «Нектаре преданности», постоянным фоном того, что я хочу слушать о Кришне, я хочу говорить о Кришне, я хочу повторять его святые имена, вот, и просто жадность разгорается. Вот и все. Лауля. Да, все, Матаджи Радабава, вы еще хотели, да? Кришна, вот я хотела насчет этого тоже. Может быть, вот эти аскезы, они не заканчиваются, они переходят в другую форму. Уже преданный на таком уровне, он уже от другого страдает. Ему кажется, что он недостаточно служит, он недостаточно достоин, у него нет этого. И вот эта боль, настолько он очищается от этого все, потом у него уже другие виды страдания, что он не может достичь. Он страдает, потому что не может увидеть их, не может достичь их. И вот как вы историю Ну, рассказывали, это в да, и в конце историю, да, в концов от истории, да. этого он просто уже оставляет тело. Уже жизнь в этом теле становится невыносимой. Тут Ну уже да. другого уровня, наверное, переходит на другой уровень. Аскез, вот это внутреннее, вот более чисто, вот это духовное, когда действительно плохо без Кришны. Вот плохо, плохо, Мгм. плохо, и ничем не может удовлетвориться. Да, спасибо за дополнение, да, это точно. Спасибо большое, Матвей, за дополнение, это так и есть. Со временем, да, потом начинает преданный дойти до того уровня, когда он понимает, что да, я читаю, но у меня как бы нет ни вкуса. То есть поразительная как бы противоречивость бхакти в том, что чем больше у преданного вкуса и преданности, тем больше он считает, что у него их нет вообще. Вот такая вещь, да. Спасибо за дополнение. Ладно, спасибо большое всем за сегодняшнюю катху. Принесем свои почтительные поклоны всем вайшнавам, преданным слугам Господа, которые, подобно древу желаний, способны исполнить желания каждого и полны сострадания ко всем падшим обусловленным душам. Ванча Калпата Рубяшча, Крипа Синдхудевача, Патита Павалибе Вайшнавебьо Намо Намаха. Ага. Нанда Кути Вайшнав Вринда Ки Джай, Да, Шила Прабхупада Ки Джай, да, Грантарад Шримад Бхагаватам Ки Джай, да. Гаура Приманан. Гиридхари Прабhu Харе Ki Кришна, Jai. Да. Прабхупада Ки Джай, Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо Хорошего дня большое. всем, да. Джай.